Доброе утро, дорогие телезрители, телеканал Якутия-24, и это «Утро Якутии». Сегодня у нас вторник, 6 уже сентября, и это утро встречаем вместе с вами мы, как и вчера, как и всю эту рабочую неделю, Катерина Винокурова и Павел Танин. Сегодня мы и наши коллеги подготовили для вас, как всегда, море интересного. Поговорим с вами о кружках и секциях. Так, во Дворце детства продолжается запись детей на образовательные программы дополнительного образования. Какие кружки и секции в этом учебном году предлагаются школьникам и что нового во Дворце детства нас ждет, поговорим об этом с нашим гостем. Благотворительные акции «Спаси меня» и «Добро в руках» завершились на прошлой неделе. Какие итоги, расскажем в нашем выпуске. Также в Приморье начал работу 7-й Восточный экономический форум. Там открылась выставка, помимо прочего, выставка «Улица Дальнего Востока». Что представила там Якутия, сегодня расскажем, конечно же. Также вас ждут наши традиционные рубрики «Книжная полка» и «Говорим правильно». А во второй части нашего эфира расскажем вам о юбилейных мероприятиях в честь Дня города. В нашей временной рубрике «Факты о Якутске» узнаем про исторические даты. В частности, поговорим сегодня о том, как жила столица нашего региона в XVIII веке. А гостем студии станет главный музейный хранитель музея города Якутска. Он нам расскажет, какие выставки и экспозиции открылись на этой неделе. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Отсканировать QR-код вы можете прямо сейчас со своих экранов. Ну и, как всегда, можете писать нам, задавать свои вопросы или можете кого-то поздравить или просто пожелать доброго утра. Также не забывайте, что можете поделиться своими какими-то приятными новостями, о которых хотите рассказать, ну, если не всему миру, то, во всяком случае, республике точно. Для этого есть номер наш, я его прям продиктую, 8-914-273-44-88. Все обязательно мы прочитаем, по возможности зачитаем в эфире. Ну а что нам готовит погода на 6 сентября, узнаем прямо сейчас. Так, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 8-9 градусов тепла. В Заречной группе от 4 до 10, в южных 3 и 10, в Вилюйской группе 5 и 6, в Межделенских 6 и 7 градусов, в западных до 5. В Колымы-Дигирской группе -1 плюс 5, в Янских -4 плюс 6, на северо-западе 4 и 6 со знаком плюс. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 9 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. А сегодня днем нам обещают небольшой дождь, ветер юго-западный подует со скоростью до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. Ну и сразу, не отходя от кассы, по нашей доброй традиции, сразу же после информации о погоде, мы, конечно же, узнаем прямо сейчас о том, какими памятными датами отметился день 6 сентября. На календаре 6 сентября. Сегодня отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. День борьбы с прокрастинацией. День продающего сторителлинга. Сторителлинг – умение увлекательно рассказать историю о продукте, бренде, эксперте или услуге. По народному календарю наступал День Евтихия Тихого. День должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть их собрать. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год. В этот день Томас Бланчард запатентовал токарный станок. Это был первый деревообрабатывающий профильный станок для контурной обработки изделий из дерева. Он позволял производить детали нестандартных форм и мог заменить труд 13 человек. В Санкт-Петербурге на Фонтанке был открыт и египетский мост. Порталы, колонны, карниз, решетки были украшены орнаментами из египетских иероглифов. Сфинксы – единственный сохранившийся от того моста архитектурный элемент. Установлено звание «Народный артист». Первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин. До этого государственных званий и наград в области культуры в России не было.
Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург, существовавшее до 1914 года. Петр I основал его в 1703 году как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, своего небесного покровителя. В этот день родились Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер; Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино; Лучано Паваротти, итальянский оперный певец; Юрий Шатунов, советский и российский певец, музыкант, поэт, композитор, солист группы «Ласковый май». Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр. Первая полная неделя началась у учащихся школ столицы. Минувшие выходные, например, в городском парке состоялась выставка кружков и запись детей на различные дополнительные образования. Пока кружки и секции в учреждениях дополнительного образования еще не начались, в эти дни ведется только усиленная запись. Сами занятия в кружках начнутся с 12 сентября. Какие образовательные программы в этом учебном году будут предложены детям во Дворце детского творчества, нам расскажет Полина Попова, заведующая Центром детских общественных инициатив. Полина, доброе утро. Какие кружки и секции в этом учебном году стоит ожидать? Как они будут работать вообще? Что будет работать в стенах Дворца детства? У нас свыше 100 кружков по 5 направлениям. Это у нас техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-гуманитарное. У нас такие актуальные кружки, как английский язык, в мире анимации, кружки детского технопарка «Кванториум», Energy Quantum, робототехника, VR-клуб, также шашки, да. Много кружков, с которыми могут ознакомиться у нас родители на портале «Навигатор» Республики Саха-Якутия дополнительного образования. Кружки, наверное, делятся на детей начальных классов и на подростков, да? И, может быть, какие-то новые появятся секции в этом году? У нас, да, есть дети начальных классов, в основном занимаются прикладным искусством, это рисование. Например, да, подростки у нас занимаются в детском технопарке «Кванториум». Также предметные области, такие как химия, биология, английский язык. Вообще такие кружки, они актуальны. Самые такие актуальные. Самые такие актуальные. А до какого момента будет? Новые кружки у нас: мобильная съемка, медиа-журналистика, юный визажист, и также у нас с этого года есть кукольный театр. То есть разбавление такими творческими направлениями. Медиа-журналистика — это здорово. У меня Это очень много знакомых спрашивают, интересуются, где можно отучиться ребенку. И педагоги у нас креативные, молодые, детям очень понравится. Сейчас мы уже сказали, пока еще до 12 сентября ведется запись. Или в течение года тоже можно будет записаться? И вообще, как это сделать? У нас дети могут записываться через портал «Навигатор» дополнительного образования, то есть родители. Да. У нас портал открыт с 25 августа, и весь сентябрь могут записываться. Открыт портал может быть целый год по набору детей. Если там кто-то уходит, открывают набор. Да. С 9 сентября у нас будет фестиваль «Якутск глазами детей». Там будут мастер-классы, выставки, концерты. И там тоже будет запись. Мы всех ждем родителей на площадку Дворца детского творчества. 9 сентября во сколько? В 11 часов до 3 часов. А делятся ли кружки на платные и бесплатные? У нас все кружки бесплатные. Это очень Да, радует. это же здорово. Поговорим мы уже более о такой взаимосвязи, скажем так, с другими образовательными учреждениями. Какая работа, может быть, ведется сегодня со школами города? Могут ли отдельные классы, то есть, ладно, запись просто ребенка, могут ли отдельные классы прям записываться на какие-то, может быть, специальные направления учебные? Да, у нас существует сетевое взаимодействие со школами. Школы приезжают классами к нам на кружки. Также наши педагоги могут работать на базе школ. С этим, конечно, все учителя, руководители школ могут связаться через наш учебный отдел и записываться. Это очень нас радует, конечно. И это взаимодействие у нас уже свыше десятка лет работает. И продолжаем работу со школами. Полина, вот за этот новый учебный год, да, сколько планируется детей охватить вообще дополнительным образованием? У нас по муниципальному заказу охватывается 10 100 детей, обучающих школ города Якутска и пригорода.
Вот со всеми занимаемся, детям очень нравится, родителям. У нас есть постоянные вот выпускники, по 5 лет занимаются, по 3 года. И мы очень рады, что у нас такой охват продолжается и есть. Ну вот мы перечислили направления программ образовательных во Дворце детства. Можно ли как-то сказать, допустим, ну там, какие из них сегодня наиболее востребованы, куда вот прям хотят попасть дети? Ну, а какие-то, понятно, что туда тоже идут, занимаются. Какие самые, может, переполненные, да? да? Вот переполненные. Переполненные — это у нас, конечно, группа раннего развития «Осьминожки». Там занимаются дети 5-6 лет. Это у нас английский язык, они заполняют сразу за 20 минут. Да, ну и, конечно же, это детский технопарк «Аванториум» и кружки рисования. Ну, в целом все кружки у нас актуальны, и они очень востребованы на самом. Но предметные области наиболее такие актуальны, потому что дети сдают ОГЭ, ЕГЭ, и, конечно, подтягивают свой английский. Как подготовка, да? Да, подготовка. А можно ли записаться сразу на несколько кружков? Конечно, можно, но, конечно, чтобы это не мешало другим кружкам, да, чтобы время было разное. Конечно, мы это приветствуем. Все могут там попасть, заниматься английским, могут творчеством. Мы, конечно, рады. Ну, я так понимаю, занятия, они же не все одновременно идут, то есть, в принципе, вот как-то раскидать. По-разному, Можно по времени, можно да. по времени раскидать. Кто-то занимается по понедельникам, можно прийти в четверг, либо в субботу. А что вот можно сказать о педагогах? Вы сказали, что все они креативные, да, Да. люди. Много ли приходит молодых преподавателей? У нас достаточно такой коллектив очень хороший, слаженный, креативный, энтузиасты. Люди для меня это с большой буквы, да, которые занимаются с детьми, любят свою работу, это самое главное. И дети приходят даже не на кружок, а бывает даже на педагога приходят, потому что вот они раскрывают талант, они раскрывают творчество ребенка и тем самым вдохновляют на будущее. Даже вот выбирают свою будущую профессию, исходя из этого кружка, допустим. Это очень приятно. Так, ну, я думаю, имеет смысл подвести такой итог нашей беседы. Ну, во-первых, мы поняли, что много чем можно детям заниматься во Дворце детства, достаточно и современные, в том числе актуальные, даже не современные, а актуальные направления есть. Записаться можно на навигатор. Дополнительного образования Республики Саха-Якутия. Ага. Ну и плюс помимо этого, 9 сентября У нас будет фестиваль «Якут с глазами детей», где мы очень ждем всех родителей, детей на наш праздник. 9 сентября в 11:00 на площадке, На перед площадке Дворцом Дворца. детства. Спасибо Полина, спасибо огромное. огромное за эту беседу, за эту информацию. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Доброе утро, в эфире новости. Новый квартал жильем бизнес-класса «Лена Пилларс» появится в районе речного порта в столице республики. Проект в рамках презентации инвестиционного потенциала республики на Восточном экономическом форуме представил первый вице-премьер региона Кирилл Бычков. Застройкой займется крупная логистическая компания «Старвей». Компания планирует реализовать крупный проект по застройке территории, где будет около 200 тысяч квадратных метров жилья. Дома бизнес-класса с хорошим видом, сбалансированные с точки зрения концепции развития и транспортной доступности. Также Бычков сообщил, что для реализации проектов представили еще один. Это современный завод по производству железобетонного и различных конструкций и возможностей быстрой сборки жилья. Такие заводы всегда были и есть сейчас, но все они используют старые технологии. И этот завод будет по современным технологиям новым образом производить дома, которые будут пользоваться спросом, потому что наши жители немножко вот относятся к такой технологии сейчас осторожно. Все-таки монолитное жилье пользуется большим спросом, ну а современные технологии сборного строительства, конечно, это совершенно другой уровень жилищного строительства. Поэтому я думаю, что скорость реализации, скорость строительства этого завода нам даст огромные возможности для еще больших темпов жилищного строительства, которые, конечно, идут полностью в тренде федеральных установок.
Мобильный офтальмологический комплекс третий день работает в Нюрбинском районе. С начала работы по Вилюйской группе районов мобильной бригадой проконсультировано более 430 человек и проведено свыше 35 лазерных операций. Сейчас бригада работает в городе Нюрба. Врачи-офтальмологи на месте проводят осмотр, консультацию пациентов и хирургическое лазерное вмешательство. Напомним, что в Нюрбе уже который год успешно работает филиал Якутской офтальмологической клинической больницы. Таким образом, на лазерное оперативное лечение были приглашены пациенты, прошедшие предварительный отбор и подготовку к операции. Впервые в Нюрбинском районе жители смогли получить на месте высококвалифицированную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы района. В основном направлены операции на лазерное лечение. Мы тут выявляем пациентов с вторичной катарактой, а также еще с подозрением на глаукому, закрытоугольной глаукомы, пациентов с диабетической ретинопатией, которые подлежат лечению лазерной операции. И тут же мы выявляем, и тут же вот на мобильном КАМАЗе проводим лазерные операции, очень высокотехнологические операции, быстро, удобно, комфортно для пациента. Семья Егоров из Амгинского аулуса уже 7-й год занимается картофелеводством. Дело начали родители, теперь хозяйство под руководством дочери Олеси. Сейчас идут работы по уборке урожая на территории общей площадью около 1,5 гектаров. На уборочных работах хозяйству традиционно помогают все желающие. На уборке картофеля каждый 6-й мешок отдают за работу. Полученный экологически чистый урожай семья реализует по магазинам и по предприятиям общепита по всему району. Егоровы и в этом году надеются на хороший урожай. В работе мы используем ручной труд и также малая механизация, мотоблок. Это универсальная техника, благодаря которой мы обрабатываем почву, сажаем картошку, окучиваем, с сорняками также боремся и, соответственно, собираем урожай. У нас нет наемных работников, но каждый год мы приглашаем всех желающих на сбор урожая. Это хорошая возможность для тех, у кого нет своего огорода. Утро Якутии. Мы встречаем сегодня вместе с вами. Новый день, 6 сентября, вторник. И продолжаем. Ученики 3-го Д-класса Челябинской школы номер 75 с родителями и классным руководителем вместо букетов на 1 сентября помогли приюту диких животных «Спаси меня». На сэкономленные на покупке цветов деньги ребята подарили новые игрушки и 30 килограммов куриного мяса рыси-марыси. На кадрах, снятых еще на прошлой неделе, можно увидеть, как школьники посещают приют, общаются с руководителем Кареном Далакяном и знакомятся с дикой кошкой. Также для детей провели здесь урок доброты в музее спасенных животных. Об инициативе создания проекта рассказала председатель родительского комитета класса Наталья Заева. Ко мне, как председателю родительского комитета, ко мне обратилась наша учительница Роза Семеновна Засухина. Она рассказала о своей боли, о том, как она устала после 1 сентября ведрами выносить на мусорку цветы, и как ей больно и грустно от этого. И вместе с ней мы придумали вот такую вот хорошую, добрую акцию. Назвали мы ее «Добро вместо цветов». Я написала в родительский чат нашим родителям предложение принять участие. Поддержали меня абсолютно все. Буквально за 2 дня мы собрали 8,5 тысяч рублей, на которые мы купили очень много игрушек для рыси-марыси. А самое главное, более 30 килограмм курицы и куриных субпродуктов, которые рыся может кушать целый месяц. Ученица школы номер 75 Карина Корякина поделилась впечатлениями о благотворительной акции. Цветы завянут, а Марысе наши подарки еще долго будут нравиться. Она такая прикольная, ей так понравились наши вкусняшки. А учитель и без цветов знает, что мы ее очень любим. Зверюшки этого приюта в свое время столкнулись с человеческой жестокостью и, конечно, нуждаются в нашей заботе. Наша спонтанная акция «Добро вместо цветов», я думаю, даст возможность моим детям поучаствовать в действительно добром, настоящем добром деле. А отказ от цветов, я думаю, поддержат все школы Южного Урала.
История рыси стала поводом для внесения поправок в закон о защите диких животных. По информации приюта, в 2017 году Марыся стала наведываться в деревню в поисках еды. На территории одного из частных домов животное попало в капкан. В результате дикой рыси ампутировали заднюю лапу. Карен Далакян, руководитель приюта «Спаси меня», обратился в Министерство экологии Челябинской области с просьбой легализовать нахождение рыси-инвалида в приюте. Это животное, да, с дикой природой, с диким характером, но настолько она звездная, что нельзя ее не полюбить. И ее любят не только мы в приюте, но и фактически все наши коллеги. В ведомстве отметили, что по закону звери необходимо изъять у фонда и передать местной инстанции Федерального агентства по управлению государственным имуществом для реализации. После неоднократных обращений зоозащитников ведомства в закон внесли поправки о передаче диких животных, пострадавших от рук человека, зоозащитным организациям. Так Марыся обрела дом в приюте «Спаси меня». А между тем, подобная акция, но уже в поддержку детей, и вот уже который год реализуется и у нас на территории региона. Так, благотворительный фонд «Харысхал Милосердие» ежегодно проводит республиканскую акцию «Добро в руках», благодаря которому оказывается финансовая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году акция «Добро в руках» объединила 110 классов и 2472 ученика. Впервые в акции приняли участие не только школьники города Якутска, но и Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Усялданского, Устьянского, Хангаласского районов. Акция «Добро в руках» заключается в том, что класс вместо покупки большого количества цветов приобретает один букет для учителя, а сэкономленные средства направляет на помощь детям с инвалидностью, нуждающимся в лечении. В этом году общими усилиями было собрано 573 457 рублей. Благодаря вырученным средствам благотворительный фонд «Харысхал» смог помочь не только Пете Матвееву, а также Богдану Ли и Виктору Алексееву. Всю подробную информацию о мальчиках можно найти на сайте добросаха.ру. Оставшиеся средства будут направлены на реализацию проектов фонда. Крылатые фразы. Выражение. Интересная. Фразы эти, конечно, буквально летать не умеют, зато своим образным полетом они делают речь интереснее, динамичнее, местами даже красивее. В нашей традиционной рубрике «Говорим правильно» мы продолжаем разбирать фразеологизмы. Напомним, что фразеологизмы – это устойчивые выражения из двух и более слов. Они отлично живут в нашей культуре, при этом их невозможно дословно перевести на другие языки. Для иностранца такой перевод будет звучать странно и непонятно. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем наш разговор о библейских фразеологизмах, о тех устойчивых выражениях, которые пришли в нашу речь из христианского священного писания. Всем нам хорошо известно такое выражение, как «метать бисер», или более полный вариант этого фразеологизма «метать бисер перед свиньями». Этот фразеологизм имеет значение безуспешное, безрезультатное, ненужное усилия перед теми, кто их не понимает или не принимает. Откуда же взялось это выражение? Оно взялось из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Итак, что же говорит нам Иисус Христос? «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Когда мы слышим слова из Нагорной проповеди, то у нас сразу возникает вопрос. Во фразеологизме ничего не говорится о жемчуге. Там есть слово «бисер». Действительно, как так произошло, что жемчуг превратился в бисер? Дело в том, что русский язык, этот фразеологизм пришел из церковнославянского, в котором слово «бисер» обозначало жемчуг. А в свою очередь старославянский язык или церковнославянский язык слово «бисер» через тюркский пришло из арабского и обозначало искусственный жемчуг
стеклярус. Давайте говорить правильно. Всего доброго. А в этом году исполнилось 50 лет со дня триумфальной победы якутского спортсмена-вольника Романа Дмитриева на Олимпийских играх в Мюнхене. В эти дни торжественные мероприятия, посвященные этой дате, проходят как на родине спортсмена в Жиганском Улусе, так и в Чурапчицком, где он обучался азам вольной борьбы, и в столице республики. В Якутии имя прославленного борца увековечено в названиях улиц, скверов, школы, училища Олимпийского резерва. Его именем названо даже воздушное судно. А в Национальной библиотеке республики хранятся уникальные издания, посвященные великому сыну якутского народа. 50 лет назад Роман Михайлович Дмитриев стал первым олимпийским чемпионом из народа Саха, завоевав золотую медаль на 20-х Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Роман Михайлович Дмитриев – известный борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1972 года, серебряный призер 1976 года Олимпийских игр в Монреале, чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион Советского Союза. Один из ярчайших представителей вольной борьбы начала 70-х годов. Победы Романа Дмитриева оставили большой след в истории якутского и советского спорта. В 2019 году супруга Романа Михайловича Дмитриева, Антонина Сафроновна, передала в дар Национальной библиотеке редкие книги и журналы из личной библиотеки олимпийского чемпиона. Среди них есть самая ценная книга – это издание олимпийской сборной Советского Союза 1972 года. Здесь включены все участники сборной Советского Союза, среди которых есть Роман Михайлович Дмитриев. Книга вышла на немецком языке и вышла ограниченным тиражом. Также в библиотеке есть издания на английском, на французском языках, журналы с пометами Романа Михайловича Дмитриева. В коллекции есть книги по вольной борьбе, спорту и Олимпийских играх. Коллекция хранится в научно-исследовательском центре книжных памятников, где хранятся коллекции видных общественных деятелей, писателей и ученых Якутии. Подробнее о жизни и победах Романа Михайловича Дмитриева можно узнать в электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Торжественная церемония закрытия юбилейного 15-го международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялась на Красной площади в Москве в минувшее воскресенье. В ходе церемонии на главной площади России выступили отечественные военные оркестры и ансамбли, а также участники из других стран – Беларуси, Венесуэлы, Индии, Египта и Таиланда. Программу церемонии завершило сводное оркестровое представление «Спасская башня». Торжественные мероприятия последнего дня фестиваля завершились праздничным салютом. «Спасская башня» ежегодно проводится в Москве с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы. Спасская башня. Красота какая. Салют прям бомбезный, как всегда, на Красной площади это бывает. Ну а минувшим днем на набережной острова Русский, где начал свою работу 7-й Восточный экономический форум, открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Впервые на выставке в этом году представлены 2 новых павильона – корпорация «Туризм.РФ» и мультимедийный павильон «Дом тигра», который будет посвящен 2-му международному форуму по сохранению тигра. Традиционно Якутия открыла здесь и свою площадку. Крупнейший регион России продемонстрирует здесь приоритетные проекты развития, туристические продукты, местные товары и особенности национального колорита. Так, якутская экспозиция объединит основной и торговый павильоны, а также сцену. В оформлении выставочного пространства использованы традиционные национальные элементы, напоминающие ленские столбы, а интерьерные решения стали отражением климатических особенностей региона. Напомним, что 11 субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, вот уже который год представляют на выставке «Улица Дальнего Востока» свои лучшие проекты, яркую культурную программу, уникальные изделия мастеров и самобытную кухню. Ну а мы напоминаем вам, что в Якутске тем временем уже начались праздничные мероприятия, посвященные юбилею столицы в этом году. Напомним, городу Якутску исполняется 390 лет. Мы решили на этой неделе каждый день рассказывать о важных вехах в истории Якутска. И сегодня узнаем о том, как же столица нашего региона жила, как вообще жизнь обстояла здесь в XVIII веке.
1707 год. В Якутске построено первое каменное одноэтажное здание – воеводская канцелярия, ныне территория театра оперы и балета. 1734 год. Архимандрит Якутского монастыря Нафанаил открыл при монастыре школу для обучения грамоте славяно-российских подростков от 7 до 18 лет. В школу поступили главным образом дети якутского духовенства и 6 якутских мальчиков из новокрещенных. 1743 год. С разделением Сибири на две губернии, Тобольскую и Иркутскую, Якутск вошел в состав Иркутской губернии и стал зависимым от губернских властей. 1768 год. Учреждена в Якутске ярмарка. На зимние ярмарки торговали скотом, мясом, молоком. На летнюю ярмарку привозили ткани, чай, пушнину, мамонтовую кость. 1773 год. Построен первый каменный храм во имя Введения Пресвятые Богородицы, ныне Богородицкая церковь. 1790 год. 26 октября у Якутска появился герб. На серебряном поле изображение орла, держащего в когтях соболя. Вот, Катя, меня, кстати, вчера вот в выпуске рубрики говорили про 17 век, и меня очень удивило, что, ну, может быть, не удивило, а просто интересный такой факт, что в Якутске в 17 веке проживало 642 человека всего лишь. Ну, так мало, да? Это вот, наверное, один многоквартирный дом. Да, вообще. Сколько, интересно, сейчас проживает? Ну, вообще, по официальной статистике, что-то, возьмем циферку такую, конечно, плюс-минус с погрешностью, 340 тысяч. Вот, ну, это если взять живых настоящих людей, мы еще не говорим про людей виртуальных. Виртуальных. К примеру, наши коллеги накануне заметили на улице робота, нового жителя Якутска, прогуливающегося по улицам. Его создал известный якутский косплеер Аял Федоров. Это его совместный с Алмаз-Эргенбанком проект, который призван рассказывать жителям и гостям столицы об удобном и нужном для всех якутян продукте, как карта жителя Якутии. С роботом можно не только пообщаться, проконсультироваться, но и заказать карту жителя. Кстати, пользуясь картой в общественном транспорте, можно существенно сэкономить на проезде. До конца года стоимость проезда по карте жителя будет на 8 рублей дешевле. Вместо 33 рублей можно будет оплатить проезд всего лишь за 25 рублей. У него есть голос, эмоции, Рома, что говорит? Эмоции есть. Его задача, получается, рассказывать для людей про карту жителя Якутии. Люди могут сразу заказать карту, там у него есть компьютер, или же поговорить, пообщаться, порадоваться. Но мы продолжаем рассказывать про юбилейные мероприятия, запланированные ко Дню города Якутска. Напомним, 390 лет исполняется в этом году столица региона. И сегодня у нас в гостях специалист музея города Якутска Дмитрий Руфов. Именно он является главным хранителем музея истории города Якутска. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас праздником. Да. Сколько на сегодня, хранится предметов в музее? Как часто пополняется вообще? На сегодняшний день у нас хранится более 2000 музейных предметов. И пополняется коллекция практически каждый день. Приносят горожане в дар музею. Сами жители? Сами жители пополняют коллекции музея. Вообще, как был создан и когда был создан непосредственно музей истории Якутска? История создания музея начинается с 2017 года. Тогда мэр города Якутска Айсен Сергеевич Николаев подписал распоряжение о создании музея. И с того года музей жил передвижными выставками на разных площадках города Якутска. А в середине 2020 года при помощи Управления культуры и окружной администрации города Якутска музей получил свое собственное здание. Наконец-таки. Да. Кочевая жизнь закончилась. Да. И 12 сентября 2021 года, в День города, музей открыл свои двери.
Ну, это было сравнительно недавно. Это Вот. тоже будет юбилейная, да, тогда, значит, получается, нет? Ну, как В бы... 2012 открылась, в этом году 22-й, Да. 10 лет. И первый год в новом здании. Да. Вообще, где сам музей истории? Ну, потому что я, в принципе, всю жизнь живу в городе Якутске, никуда не уезжал никогда. А где музей истории Якутска находится, я не знаю. Музей находится по улице Амосова 1/1 в старом городе. Рядом с нами стоит Куржава и дом-музей Амосова. И мы между ними вот так стоим. Ну, вы сказали, что музей пополняется экспонатами. А какие можно сегодня выделить самые такие особенные, может, Интересные. больше дорогие? Интересные предметы Исторические. у нас это археологическая коллекция с раскопок на месте бульвара Учителя, которые проходили в 2017-2018 году. Самая обширная коллекция, которая хранится у нас в музее. А далее предметы и вещи, которые совсем недавно музей приобрел при помощи горожан. Это вещи известных якутян, горожан. Такие, например, как личные вещи Василия Семеновича Яковлева-Далана, народного писателя Якутии, и также его тестя Виктора Семеновича Алехина, заслуженного учителя ЯСР. Личные вещи директора Русского драматического театра Ивана Ивановича Подвойницына. Вещи мастера спорта СССР по вольной борьбе и доктора медицинских наук Алкивиада Сидоровича Иванова. То есть большая такая коллекция. А как вообще экспозиция пополняется? То есть сами горожане приносят вещи, где-то вот проходят какие-то научные работы, в том числе, может быть, раскопки. Сейчас, по большей части, сами горожане нам приносят вещи, так как мы в прошлом году, когда музей открылся, мы запустили акцию, которая до сих пор действует. Это «Подари музею экспонат». И в рамках этой акции горожане Якутска дарят музею предметы. А что имеет смысл приносить? Есть ли какие-то требования? Чего не надо Чего не нужно да? приносить? Ну, это вещи более современные. Вот мы сейчас принимаем советские вещи быта. Ну и можно, если есть, конечно, можно и принести вещи и постарше. Вещи, ну, помимо вещей, это вот посуда, и детские игрушки, книги советские, мебель, вот некоторые сдают, одежда тоже как знаковый предмет какой-нибудь эпохи советского периода. То есть, если мы говорим про вещи быта, это как бы не сколько прям связано вот напрямую с городом Якутска, просто вот люди пользовались такими вещами, но они же жили в Якутске в это время. С жителями Якутска связаны, скорее всего. Дмитрий, а что готовит музей города Якутска вот к юбилейной дате, ко дню рождения города? Что интересного ждет посетителей? Ко дню города музей готовит много мероприятий. Например, вот 10 сентября у нас совместный кинопоказ с Всероссийским обществом охраны памятников и культуры и Центром аудиовизуального наследия. Кинопоказ в Надвратной башне. Это с 3 до 5, то есть 3 кинопоказа. Это документальные и художественные фильмы. Вы внутри башни или около? Внутри башни будет кинопоказ. Интересно. И 11 сентября у нас открывается выставка «Основание города Якутска». А также продолжит свою работу выставка, посвященная 200-летию Якутской городской думы. Достаточно обширный такой план мероприятий. А вот говоря про кинопоказ, в посещение свободное или... Кинопоказ, он будет бесплатный.
в башне надвратной, напомним. Еще раз, это очень интересно. Ну вот в День города, мы сейчас к нему все усердно готовимся, усиленно. Он пройдет, жизнь продолжится. Какие-то планы у музея на дальнейшее будущее уже есть, намечены? На будущее у музея очень много планов. Это создание интересных выставок, мероприятий, конкурсов, может быть, квестов. А из ближайших планов это вот на октябрь у нас запланирована совместная выставка с Союзом художников, посвященная Году Матери. А в конце октября, ближе к ноябрю, будет выставка с коллекционерами города, посвященная столетию республики. То есть таким образом вы можете пригласить сейчас коллекционеров, да? А коллекции чего будут представлены, ну, планируется представить? Предметы, которые именно связаны со столетием Якутской автономной республики. Это могут быть марки, может быть, а также линейка юбилейной посуды, которая выпускалась вот это 50 лет, 60 лет ЯССР. И многие другие предметы, именно связанные вот со столетием. Может быть, фотографии тех эпох. Монеты различные. Монеты. Спасибо, Дмитрий. Поздравляем вас еще раз с наступающим Днем города, ну и как всех жителей, конечно, нашей столицы. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Усть-Алданском районе отмечают, что пациенты, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, болеют легкой степенью. Они лечатся в течение 5-10 дней и выходят на работу. Всего по Улусу вакцину получили 85% взрослого населения. Заболевших 7, среди них ребенок 6 месяцев. Большинство больных не ревакцинировались. Также отмечается, что люди, перенесшие ковид от малого вируса или бактерий, заболевают пневмонией. Чтобы не допустить этого, районная больница ведет кампанию вакцинации от гриппа, ОРВИ, также от пневмокока среди населения свыше 60 лет. Помимо этого, особое внимание уделяется детям. Мы должны беречь детей. Сегодня у нас болеют дети до года. Дети после 12 лет у нас болеют, то есть подростки. Детей старше 12 лет мы тоже вакцинируем. Подлежат вакцинации дети, которые активно, с активным образом жизни, то есть посещающие кружки, много кружков, спортсмены, дети, проживающие в интернатах. Обязательно они должны, и те, кто вот в общественном транспорте часто ездит, тоже обязательно надо будет вакцинироваться. В прошедшие выходные в райцентре Горного района праздновали День Бердигистяха. Этот знаменательный день для жителей села начался со спортивных мероприятий. Торжественная часть открытия праздника на площади Победы сопровождалась песнями, танцами и осенней ярмаркой местной продукции. Состоялась и официальная премьера торжественного исполнения самодеятельным хором гимна Бердигистяха. Также открытие новой площадки «Старый Бердигистях» стало одним из ярких событий. Праздничный день завершился концертом звезды российской эстрады Светы. Но вот этот проект «Старый город», он, конечно, имеет сквозные связи с старым городом в городе Якутске. Наверное, многие уже жители Бердигистяха заметили, что здесь уложена чурочная мостовая. Такие дороги были в городе Якутске в 60-х, 70-х годах. Очень интересная информационно-навигационная система, где отражена именно история наследия Бердигистяхского. Это как раз задача привить в молодежи, в детях любовь к культуре, к истории своего родного края. Не через агрессивную, например, развешивание баннеров, мы это привыкли в своей жизни видеть, а именно современные форматы оформления внешнего пространства здесь, в этом проекте, как раз реализованы. К 105-летию народного поэта Петра Николаевича Таврубокова в Верхневилюйске 7-й раз прошел республиканский конкурс писателей и чтецов. Участники приехали из 13 улусов и города Якутска. 2 дня подряд было прослушивание стихотворений, продажа книг, свободный микрофон. В честь поэта были разные концертные выступления. Одним из новых конкурсов были соревновательные диалоги, где стихи сочиняли на ходу. Присутствовали не только начинающие писатели, но и уже известные. Мероприятие посетило около 300 человек.
Ну, я участвовал, да, и в качестве члена жюри, и председателем жюри. Даже вот в последнем конкурсе у нас вот приняли участие сами зрители. И вот такой вот итог получается. И это вот праздник, просто праздник души. На этом все. Хорошего дня. Всем доброе утро. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. Паш, у тебя любимые места в Якутске есть? Есть дом. Ну, на самом деле, конечно же, в первую очередь, это места, которые так или иначе связаны там, с моей жизнью, ну, там, детство. Это вот, допустим, конечно же, это наш пока что единственный в Якутске ледовый дворец Лейб-Отур, которым Ты там занимался? я да? там занимался очень долго, по-моему, 8 лет жизни своей. Провел в этих стенах, на этом льду, поэтому, конечно же, это любимое для меня место в любом случае, хоть я сейчас его пореже посещаю, конечно же. Очень нравится мне почему-то площадь Орджоникидзе. Не знаю почему, не могу объяснить, но нравится она мне. Ну и, конечно же, если так пособирать, я думаю, соберется огромный список, если вдумчиво рассуждать Любимых мест. о любимых местах. Вот так, Дорогих, родных. Аналогичный вопрос к тебе. Да, я тоже выросла, на самом деле, в нашем любимом городе. Здесь прошла мое детство, моя юность. И продолжается жизнь, да? Жизнь кипит. Вообще сегодня вот у нас, кстати, была гостья, с которой мы общались о секциях и кружках во Дворце детства. Вот очень много времени у меня прошло во Дворце детства. И там, кстати, я загорелась такой мечтой стать журналистом как раз-таки. Поэтому это место для меня тоже очень-очень дорогое. Люблю мимо проходить, смотреть на детей, на подрастающее поколение. Но это здорово. Ну, в целом можно подвести такой сухой итог, что самым запоминающимся любимым местом остается то, где ты занимался чем-то дополнительно, кроме учебы. Там, где было детство. Там, где было детство, конечно же. Вот. Ну, тем временем в столице Якутска прошла экскурсия по мистическим местам города. Ее провел блогер и общественник, известный как автор сборников мистических рассказов. Организаторами экскурсии выступил Центр компетенции Якутии «Лето». Подробнее об экскурсии расскажет Мария Кардашевская. Другого. И брак ее был несчастливый, потому что она 3 года спустя, после того, как вступила в брак, она отбегает от мужа. Экскурсии по мистическим местам полюбились горожанам давно. Их проводит известный блогер и автор множества мистических рассказов о сверхъестественном и их сборников Дмитрий Михайлов. Первую свою книгу «Легенды Якутска» писатель издал еще в 2017 году. Именно она стала базой для экскурсионного материала. Главная цель на самом деле моих экскурсий – это пробуждать в людях интерес к истории, потому что у меня тут идет такой хороший сплав мистики и реальной истории. То есть я попутно еще рассказываю, когда, например, были основаны эти здания, что в них было в разное время и так далее. Слушателей проводят по самой легендарной части города и рассказывают о тайнах музея Ярославского, Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина, Детской школы искусств, Национального художественного музея и других известных старинных строений. Как рассказал Дмитрий, раньше люди верили в то, что они воскреснут, и именно поэтому устраивали захоронения на территориях церквей. Так и здесь, на территории бывшей Спасской церкви, было большое захоронение. Останки находили там вплоть до второй половины 20 века. А еще он рассказал о том, что раньше здесь лежала мумия девушки, но потом она начала являться во снах людям, которые ее нашли, и стала требовать о том, чтобы ее захоронили. Потом музею пошли навстречу, и девушку все-таки захоронили. После этого она перестала являться во снах. В этот раз экскурсия была приурочена к предстоящему празднованию Дня города. Организатором выступил Центр компетенций «Лето Якутии». Мы, в общем, организовали сегодняшнюю встречу для того, чтобы показать нашим горожанам то, что привычные улицы наши, по которым мы каждый день ходим, могут нести абсолютно другие смыслы, быть абсолютно интересными и такими познавательными, и раскрывать как бы наш город с другой стороны. 13-летний Давид Иванов пришел на экскурсию с родителями. Мальчик признается, что узнал много нового для себя. Эта экскурсия мне понравилась. Некоторые рассказы очень интересные. Я не ожидал узнать
столько всего. Не знал то, что под площадью есть какие-то подземные постройки, сооружения. Не знал то, что под второй школой были захоронения. Экскурсии проходят по субботам. О месте встречи и времени можно договориться с автором или узнать в соцсетях организаторов. Мария Кардашевская, Семен Афанасьев, Якутск. Ну, тоже достаточно интересно. Интересные прогулки, да? Да, вообще мистических историй у нас в жизни хватает в Якутске. Да. Я думаю, не раз будет у нас возможность, мы про них тоже поговорим, как сегодня о любимых местах. Потому что, действительно, очень много и страшных историй есть. Это целый, вообще страшные истории, не только в Якутске, это целый же пласт культуры. Да, в которые вот в эти истории... Который уже исчезает этот пласт. Помните вот эти посиделки в детских лагерях у костра, рассказы в темноте, да, это же куда это все делось? Где? Не уходи, детство. Все-таки вернулись мы с тобой к детству, так или иначе. А это возраст. Ну а теперь вот тем, кто как раз-таки собирается выходить на улицы нашего любимого города, на работу, на учебу, специально для вас погода на нашем канале. Сегодня в центральных районах температура воздуха составила 8-9 градусов тепла. В Заречной группе 4 и 10 градусов. В южных от 3 до 10, в Вилюйской группе 5 и 6, в Нижнеленских 6 и 7 градусов, в западных до 5. В Колымы-Дигирской группе -1 плюс 5, в Янских -4 плюс 6, на северо-западе 4 и 6 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 9 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. Ну что ж, осень, куда ж ты учишься, остановись, пожалуйста. Но, с другой стороны, лето было жарко, я думаю, все успели насытиться этим жарким, палящим солнцем, зарядиться, подсобрать в себя витамина D и подготовить тем самым свое тело немножко к зиме. А кому-то предстоит отпуск еще, А кому-то предстоит отпуск еще. И витамин D предстоит. Да, но об этом мы с тобой, Катя, поговорим в пятницу в эту. Ну а чтобы до нее добраться, нам нужно еще прожить завтра и послезавтра. Или после эфира поговорим, да? Ну и можем и после эфира, и в пятницу поговорить. Я могу об этом говорить хоть каждый день, потому что, конечно, приближается событие. А мы хотим напомнить про наш номер контактный, на который вы можете нам писать, подписываться на наш телеграм-канал, пишите свои пожелания, какие-то вопросы, можете рассказывать об интересных людях, которые живут рядом, о которых вы узнали недавно. И напоминаем, что мы принимаем поздравления от вас, ко дню нашего любимого города. И вот пришло одно сообщение буквально сейчас. Наша постоянная телезрительница, кстати, пишет 8466, последние цифры ее номера. Поздравляем с 390-летием, юбилеем любимый город Якутск. Желаем городу расти, цвести и процветать дальше в город-сад. Как красиво. Да, и метафора такая хорошая. Ну, а по поводу видео поздравлений в наш Телеграм, мы их, да и не только в Телеграм, тоже можете по номеру телефона нам отправить, 8 914 273 4488, но и присылайте видео поздравления, которые мы обязательно потом покажем, и вы сможете тем самым поздравить весь Якутск с его юбилейным днем рождения. Ну и не забывайте каждое утро в 7 часов включать Якутия 24, встречать утро с нашей программой. Каждый день мы знакомим вас с полезной, интересной информацией и говорим о юбилейных мероприятиях также на этой неделе, которые пройдут в рамках Дня города. На этом мы с вами прощаемся. До завтра. Отличного дня. До встречи.